Мы сейчас направляемся к святилищу. Это третье святилище в Дебашенном комплексе Дашикли. Вот путь. Вон. Туман в горах или облака. Сейчас подниматься надо. И сам храм. Вот картина. Вокруг. А здесь еще были, да, строения? Это у нас Дашлакинский храм. А это третий у нас по счету в этом башенном комплексе. Он находится выше, через дорогу выше находится, севернее, чем сам башенный комплекс. Поэтому тоже очень интересно устроен фактически в скалу. Очень интересно. Построение очень интересно. Вот еще одно. И здесь дальше. Посмотрите, мастер работал на славу, сделано очень качественно. Вот эти перегородки. Якуб, Фанюкас вот. Это Дашлакинский храм. Частично он несколько раз перестраивался. И вот этот столб, он выполняет функцию столба как ергба. А тут вот находится внутри Пустоты, да. пустот. Дошла. Как днище, да? Здесь сверху ушла ступенчатая кровля. А ступенчатая кровля без упора не может существовать. Вот этот столб шел в качестве упора. Просто мне сразу в голову пришло, что здесь это как будто печка. Ну это пристройка. Основной час, главная часть храма с этой стороны. Видишь, входная группа дверей, внутренняя часть вот. Это закрывающая дверь. То есть первоначально была вот эта часть храма, та часть храма пристроена. То есть это многокамерная часть. Но самая интересная часть здесь сохранившаяся вот эта плетенка. От Владика Вагуда. Сейчас посмотрим. Ой. Видишь, из прутьев дерева. Это как соединяющий, да? Это скорее всего как бы связующая. Я и говорю, да. Подходит. Это, наверное, с этой стеной были, когда. Да, это когда они каким-то образом укрепились. Вот интересно. А там наверху больше нету, да? Только одно По место. крайней мере, мы не видим. Ну, процентов 60-70 этого храма разрушено. Что мы не можем. Вот с этой стороны, главной части,
практически мы видим до основания все разрушено. Где-то в конце 70-х годов Мужухой в Макшарип здесь производил расчистку. Не раскопки, а расчистку. Это немножко разные вещи. Плюс к тому же в то время технология не так хорошо позволяла все фиксировать. К сожалению, у него есть чертежи, зарисовки, но фотографий предметов у нас нет, к сожалению. Да, жалко, что не сохранили фотографии. Кстати, а здесь с этой стороны вот эти русский зимой. Сейчас. Сейчас я сниму здесь. Сейчас я, чтобы наш народ видел, в каком состоянии был этот храм, как он сейчас находится. Вот это везде помещения были вот какие-то интересные. А что это за яму вон там? Это сделано было или? Скорее всего, природно. Вот здесь сохранились вещи. Это у нас Жественные животные, рожки. Это могут быть бычки, это могут быть там косули, да? косули. Северные. Их много здесь. Ну, как раз атрибут храма. Да. Все жественное здесь оставлялось. То есть غلبت يعني صحابي بيحكي ساخن بيجين دين وقز متشكي شيء دي مريض عم بوكش نوقز الحمد لله خني أكثر تيحكش حما وقز أيوكش خني كيف تيحك معوش وقز качестве жертв жертв خني царь. Кстати, в отличие от других храмов, других народов, у нас вот эта процессия, то, что они в храм не заходили, в храм мог зайти только сам жрец и его помощники. Все мероприятие проходило за пределами. Перед храмом, да? Да, перед храмами. А в самом храме только сам жрец заходил, его помощник. И вот все эти комнаты, это места для хранения. Они здесь хранили свои жезлы, котлы для варки мяса. И все имущество здесь хранили. Интересно. Да. Чуть-чуть осталось. Чтоб упал, да? Сейчас посмотрим. Галчандаль. А самое интересное, да, что это тут проход, тоже лестница вела. Это нищая какая-то, да? Они полукругом, короче. Полукруглая, всегда полукруглая. Когда вот до туда доходит, полукруглый ряд. Да, полукругом здесь идет. А в свое время она вообще была качественная. Когда мят ламби, А, там приблизительно вот такой конструкции один сохранился. То есть вот там ступенчатая кровля, как у боевой башни, но она идет полукругом и с одной стороны. это те, которые на скальной, Да, да? наскальные. Ну, в принципе, Еремей наскальный. Да, вон скала. Один и тот же. Вон, скала это. Прям в скале это находится. Даже расистский шахар, пасапорт был. Угу.